Так, как тут этот я микрофон закрываю, что он потом прекращает говорить. В прошлом стриме я в конце что-то там произошло, что звук отключился вообще. Короче, печаль, была. Так, ну, еще раз проверим, как он, телефон работает. Можно ли с ним ходить вообще и прямые эфиры какие-то делать. Так, что сегодня у нас понедельник, 31 мая. Поэтому рабочий день Завтра вторник, 1 июня. Первый день лета, но у нас уже лето. То есть, слушайте, да, птички щебечут. Солнечно, тепло. Люди ходят уже в одних рубахах. Такая курточка легкая, То есть жара уже не действует никаким образом. Так, покачивает, да, вас? Я думаю, покачивает. Ну, что сделаешь? Такая техника, что покачивает. Так, как мне на ту сторону перейти вообще? Так, это у нас площадь Орджоники. Ой, Дружбы. Площадь Дружбы. Так, мне надо сюда. Сейчас мы с вами прогуляемся. Давно здесь не гуляли. Посмотрим ситуацию. Так, что чего, как чего. Таким образом. Пыльно уже в городе довольно становится. Пылюга достает потихоньку. Так, самокатчики прямо по дороге. Это что такое? Им вообще можно по дороге ездить самокатчиком на электросамокате? Они уже сколько аварийных ситуаций. Мало того, что вот на этих пешеходных переходах столкновения происходят, они еще и на дорогу выскочили. Это вообще уже. Что-то ненормальное. Так, надо с ними, да, конечно, бороться. Потому что ездят они на скорости. Как видите, у нас здесь людей много довольно ходит. Поэтому могут сшибить. Могут, если какой-то ребенок маленький, могут его сшибить. Поэтому очень опасно. Сам самокат-то, он же, допустим, электросамокат, он не легкий. Весом где-то килограмм 20, даже побольше. Если он большой, то есть инерционная масса довольно хорошая. Инерция довольно сильная. Так. Это у нас проспект Ленина. Так, мороженое продается. Так, что тут мороженое? По 23 в стаканчиках. Вот, пожалуйста. По 33 эскимо. Так, по 49. Ну, разное, от 23 рублей стакан. Он за 30 есть. Фруктовый лед. Да, цены немного подорожали. По сравнению с прошлым годом. В прошлом году, по-моему, было чуть дешевле, там на несколько рублей. Ну, это не критично так, да? Что цена там выросла сразу в 2 раза, но все равно она повышается на все, поэтому общие траты в целом увеличиваются. Вот какая-то машина скрипит ужасно. Как она ужасно скрипит. Так, а я хотел же сейчас свернуть
на другую улицу. Так, вот здесь вот, где институт геофизики, улица Октябрьская, да? Свернуть направо. Слышно там меня, нет? Один смотрит, два лайка, замечательно. В Якутске сейчас 6 час, а если быть точнее, 5 часов 48 минут. Памятник Шаферу, который руководил вот этим вот институтом космофизических исследований здесь, в Якутске, сколько я знаю. Так, а нам лучше, наверное, туда перейти, на ту сторону все-таки. На ту сторону. Вот это здание старое. Тут архиерей какой-то жил в царские времена. Потом ее отдали под библиотеку. Под библиотеку Пушкина здесь. Абонентский зал, по-моему, находился, по крайней мере. Сейчас я не знаю, что здесь находится. Там Бургер Хит. Так тоже это недавно соорудили его. Так, и здесь небольшой скверик есть. Тоже академику Ларионову. Вот такой сквер. Там можно посидеть. А мы сюда пойдем. Сюда пойдем. И здесь посмотрим, что интересного дальше. Сходим на площадь Ленина, посмотрим ситуацию. Что там интересного. Я уже давно не был. Даже без понятия, что там может быть. Вот, это институт. Физика. Не вижу. Физико-технических проблем Севера. Физико-технических. Институт космофизики. По-моему, это одно здание они занимают. Ну, сейчас уже тут большей частью, насколько я знаю, аренда помещений. То есть там другие какие-то организации находятся. Так, ну вот видите, да, тротуарчик у нас повело, как обычно. Ну, ничего долго здесь не держится, что вот на земле ложат. Местами есть более-менее, но все равно. Так, ладненько, так, мы идем. Тут неудобно, а? Столбы посреди этого пешеходного перехода. Так, а здесь у нас хозмаркет. Хозмаркет. Популярный магазинчик. Так, давайте переходим. Давайте переходим. Так, вот это мы до здания этажи. Вот такого. Так, вас там не сильно трясет, надеюсь. Так, улица Ярославского это. Кто не знает, улица Ярославская. Республиканское агентство недвижимости. Вот эти вот хрущевочки старенькие. Вот так вот. Балкончики здесь отделали. Вот так вот балкончики отделали, как вы видите. Я повторяюсь иногда, потому что стрим, и вы не думаете, что я просто так. Иногда может пропадать во время стрима что-то.
Поэтому для лучшего понимания как бы приходится иногда ключевые слова повторять. Не просто так. Вот это здание бывшей типографии Юрия Гагарина, имени Юрия Гагарина. Вот это вот. Здесь издавались газеты, такие как «Советская Якутия», по-моему, или просто Якутия, потом уже была она называлась. Это вот здание такое, в каком году построили, я даже не имею представления. Но оно видно даже по архитектуре, оно 50-х годов. Так, мы находимся сейчас в Госгоссобрании ЛТМ. Ну, это аналог Думы. Соответственно, памятник находится здесь, вот с этой стороны. Сейчас почитаем. Видному деятелю Никифорову Василию Васильевичу. Так, все, выходим, по сути дела, на площадь Ленина. Сейчас глянем, что тут у нас за обстановка. Хотел я до сюда добраться. В городе, как говорится, еще объявлен масочный, соответственно, режим. Многие на удаленке работают. Но здесь, в частности, правительственные здания, и правительство вот оно не может сюда на удаленке работать полностью, как говорится. Так, все, переходим. Так, вот это здание детская музыкальная школа. Там такое. Когда-то тут был дом политпросвещения в советское время, а потом его отдали вот под детскую музыкальную школу. Здесь в центре, прямо на площади Ленина. Говорится, о, слушайте, ну много тут молодежи отдыхает, да? Ну вот вернулся к этому же зданию. Тут написано у нас вывеска «100 лет. Я СССР. 1922-2022 год». То есть в следующем году будет столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Соответственно, она потом в 90-х годах название поменяла на Республику Саха-Якутия. Так, что у нас здесь? О, ну конечно, пришли вовремя. Самое то пришли. Спирит он там, ё-моё. А где эти комментарии-то у меня, а? Вот почему их не вижу? Слушайте, люди, я кнопки в комментариях не вижу. Вообще не могу ничего прочитать. Ну тут, короче, что-то делают. Какие-то работы производят, так сюда пройти-то, а? Через него надо проходить. Вот, отсюда давайте пройдем. Это он так сильно плитку подкладывает. Ой, какой звук жуткий. Фонтан, кстати, делают. Фонтан делают. Там работники скоро, значит, фонтан запустят. Тут уже водичка какая-то накапала. Прямо. Ну, у нас дожди были небольшие вчера. Поэтому что-то тут налило. Вот они делают эту систему фонтанную. Обычно тут, когда фонтаны, много детишек бегает. Вот эта система.
откуда бьет. Так, ну вот здесь зимой елка стояла вот в этом месте. Ее, конечно, уже нету. Плиточку что-то устанавливают, короче, перекладывают. Так что будет красиво. Новую какую-то кладут. Короче, работы по восстановлению фонтана идут. Может, к завтрашнему числу хотят открыть его, включить. Молодежи довольно много здесь. Некоторые даже прямо на тротуаре сидят, на этом, вернее, на плитках на этих. Так, цветочков я еще тут не вижу. Цветочки, наверное, только высадили. Вот здесь их высаживают. Потом будет красиво. Слушайте, я не вижу кнопки этих чата. Кнопки чата открыть не могу. Поэтому никакие комментарии читать, к сожалению, сейчас вот не могу почему-то. Вот тут что-то посадить должны, по идее. Какие-то цветочки. Посадили или нет? Было бы красиво довольно. Симпатично. Обычно здесь высаживают. То есть здесь как бы лужайка такая. Лужайка, но маловато все-таки. Травы. Уже что-то цветет у нас здесь. Это что за растение такое? Это растение. Вот здесь клумбы высаживают. Цветы. Ну, что-то тут люди ходят по ним прямо, я не знаю. Вырастет ли что, непонятно. Так, вот это старое здание Якутского универмага. Сейчас называется Якутск Плаза. Здесь находятся какие-то бутики. Манго, Эконика. И вот там еще какие-то, не вижу, шашлыков. Real Chilled. Так, давайте переходим. Это здание тоже где-то времен 50-х годов постройки, как и вон там вдалеке типография имени Гагарина, примерно одного времени постройки. В хорошем состоянии они находятся. Поэтому... А это пристрой уже в более позднее время был сделан к универмагу, дом торговли. Здесь на первом этаже большой магазин парфюмерии Летуаль. Правильно, да? Называю Летуаль. Так, с этой стороны Почта России, отделение. Так, вот видите, да? Провалы какие. Yep. Так, и здесь у нас делали, что, кстати, недавно как-то по-другому выглядел. Суд или что-то такое. Якутский городской суд. Здание Якутского горсуда. И рядом с ним, вот мы с задней стороны, театр. Русский драмтеатр. Вот он. Задняя сторона его. Задняя часть. Там с той стороны перед. Тоже 50-х годов постройки.
остановки здесь у нас общественного транспорта. Автобусы у нас ходят. Автобусы больше никакого. Как без общественного больше не ходит. Тут, кстати, по-моему, остановки не было, ее сделали. Или она раньше в другом месте была. Ее перенесли, похоже, да. И сделали ее рядом с русским драмтеатром. Это здание. Так, ладненько. Пойдемте вперед. Кафе Восточное. Кафе Восточное. Это что у нас? Шаурма? Почем шаурма? Стандартная 170. Острая 190. С сыром 200. С картошкой 200. Восточное кафе. Так что можно шаурму за 170 рублей. Да, вот это все-таки плохо, когда нет выделенных каких-то полос для велосипедистов и всех самокатчиков, которые прямо вот так носятся и, соответственно, представляют опасность. А это здание Якутского горсуда. Так, давайте сюда пройдем. Здесь у них шлагбаум. Так, надеюсь, слышно меня, видно, то, что я снимаю. Так, здесь городской лицей. В этом здании тоже историческое старинное здание. Вот тротуар улицы Ярославского. Тут более-менее, вот смотрите, плитка лежит, более-менее ровно, нормально, без каких-либо выбоин. Но там через дорогу когда-то было кафе «Дружба», а сейчас здесь хачапури, ресторан грузинской кухни. Вот это вот хачапури. Так что кто вот хочет отведать настоящую грузинскую кухню, вот сюда могут. Кстати, еще есть один ресторан грузинской кухни, тоже в рабочем городке, «Барашек» называется. Там тоже можно покушать. Ну и выходим мы уже непосредственно к Саха-экспоцентру. Вот это вот здание такое вот оно. Ну, там куча магазинов, бутиков, короче, даже. Ну, сами понимаете, да? Если вы хотите потратить деньги в большом количестве, вы сюда можете прийти. Также здесь торговый комплекс ЦУМ, уже более такой, более ранней постройки. И там вон у нас этажи, да, торговый центр. Дальше уже. Ну, здесь можно покушать. У нас и КФС ресторан есть, быстрого питания КФС, и Бургер Кинг. Вот, вы можете, если сюда придете, здесь можете покушать. Макдональдса в Якутске еще пока нету. Хотя, в принципе, могли бы уже и запустить, потому что желающих будет очень много.
будет очень много, если здесь все-таки откроют. Ну, у нас город 350 тысяч жителей. В принципе, население здесь с деньгами, которые, поэтому для них эти цены, особенно молодежь, любит Макдональдс, поэтому могли бы открыть без проблем. Так, вот, короче, у нас вот здесь, значит, Бургер Кинг, проспект, проспект это называется, это ЦУМ, торговый центр, и вот там Саха Экспо Центр. Все тут магазины. Ладно, идем. Магазины, это нам не интересно. Так, вот это здание мэрии. Здание мэрии. Заезд даже такой сделали, смотрите, для инвалидов, да? Колясочников. Так, что нам надо сегодня? Так, эта машина отъезжает. Давайте сюда пройдем. Движуха какая, видно, да? А как мне пройти только вот отсюда? Интенсивно. Машины стоят, вот, несутся. Так, вот оно, здание мэрии. Так, что у нас за вывеска? Трехлетие благоустройства. Ага. Вон герб Якутска, орден, которым награжден Якутск, мэрия города. А это вот историческое здание Ростелекома. Здесь АТС находилась первая. Первая АТС, телефонная станция в этом доме. Ну, когда-то оно было двухэтажным. Вот видно, да, второй этаж, а потом уже третий этаж надстроили дополнительно. Так, движемся по проспекту Ленина. Сейчас мы дойдем до площади Орджоникидзе. Теплая остановка. Здесь вот в зимнее время можно здесь укрыться от мороза и ждать автобуса. Так, ну и что мы, получается, выходим в Бриллианты. Вот здесь магазины, ювелирные салоны. И туда тоже, помню, там магазины. Ломбард, тоже золотник. Туда, если идти, тоже ювелирные салоны. Бриллианты. Туда мы не будем, конечно, заходить, там нельзя снимать, естественно, в таких магазинах. Вот. Так что тут вот в одном месте собрано таких магазинов сразу несколько. Ну, тут банк Восточный, конечно, обязательно без банка никуда. Так, это, значит, тут сотовые телефоны, сотовые. Без сотовых тоже никуда. Тут даже ремонт сотовых. Фикс. Срочный ремонт от 5 минут, кстати, написано, да? Ага. Наверное, что-то продают. Так, а это что? Кофе мут. Кофе. Можете кофе попить здесь или с собой взять. Так, дальше товары для здоровья. Вот это вот
Стоматология. Стоматология. Так, телефоны опять. Опять телефоны. Короче, такое вот самое топовое, самое то, что популярное. Здесь вот эти магазины буквально оккупировали эту улицу. Так, и здесь мы видим Таймада Даймонд. Таймада Даймонд. Ювелирные тоже магазины. 585 ломбард. Так, и вот если сюда свернуть, в этот переулочек, ух ты, какая большая, смотрите, вывеска у них светящаяся, Телмар. Так, вот там дальше Apple Diamond, тоже магазин ювелирный. И здесь вообще ювелирный дом Кирге, то есть понимаете, в одном месте сразу много-много магазинов ювелирных. Здесь Альфа-банк, подарки какие-то магазины открылись. Так, а что здесь мы имеем? Кирге ювелирный салон. Угу. Можно разные операции делать. И здесь вот также есть студия красоты, серебро, золото, ресторан, ремонт, изготовление ювелирных изделий. Вот здесь, если у вас цепочка или что-то порвалось, вы сюда вот можете прийти и отремонтировать ваши ювелирные изделия. Так, а вот смотрите, еще здесь золотник плюс ювелирный магазин ломбард. Вообще там, смотрите, минус 70%. Видно, да? Вон вывеска. Золото вообще по дешману продают. Так, давайте мы с вами дальше пойдем. Так, здесь вот Apple Diamond. Бриллиантки. Кому надо, можете приехать подкупить себе. 62% от 2,62. Что это? Украшения с бриллиантами. Вот, короче говоря, у них цветочек оригинальный. Угу. Так, тут еще сохранился дисплей. Он вообще работает. Это раньше компьютерная фирма такая была. Дисплей. Вот здесь вот на первом этаже. И вон там магазин Бичик местного издательства якутского, книжный. Там же Diamond Clinic. Так, ладненько. Проходим. Вот это я иду вдоль здания с задней стороны. Когда-то в этом здании было кафе «Волна». Кафе «Волна». Так, сюда свежие фрукты, разливные напитки, бизнес-ланч. Вот это уже пристройка. Как бы бизнес-ланч от 150 до 250 рублей с собой. Угу. Так, плов, манты, короче, 150-160 рублей. Можно прикусить. Также здесь табачная лавка. Это мы не будем рекламировать. Бати называется. Бати бар-магазин. Так, ну мы с задней стороны идем. И вот там вот впереди педучилище. Педагогическое училище города Якутска. Так, детская площадка. Оригинальные какие-то строения вот эти. Там для посиделок вот эту избушку что ли сделали. Такой домик из дерева. Там слышно, молодежь тусуется. Так.
Вот педучилище с задней стороны. То есть ты туда, вот тут бы проход был бы, мы бы могли пройти вот потуда в магазин «Прогресс» спортивный, когда-то был единственный в городе. Но сейчас уже «Спортмастер» у нас и другие магазины полно продают этих спортивных мест, где... А раньше только один «Прогресс» был, как бы продавающий эти товары, продающий. Так. Я потом приду, послушаю качество стрима, проверяю. То у меня прошлый стрим звук отказал, скидки до 50%, а маленькие радости. Этот магазин там всякую ерундистику продают. Вот нахуй запрещен. Вот какой тут запах-то, а? Всякие штуки. Одеколон даже. Чуть рожденный СССР 358 рублей. Ого. Всякие штуки. Сюда там шахматы или что-то, пешки или домино. Понятно ничего. Крытаки всякие. Это я не знаю, что такое. Детектор лжи игра. Медаль гигантская. 7,5 сантиметров. Ну, что такое эти? Кубик. Продают. А, это эти для запаха палочки. Разные всякие свечки. С запахом модель, да? От порчи. Любовная магия. Эти вот запахи. Так, и здесь мы видим гриль. Блин, тут у них неудобно ходить. Можно долбануться. Оскар можете сами себе подарить. Всякая бякая. Бык, ну какой здоровый. Деньги. Пластичники. Разные всякие. Ну, короче, что-то такое с восточного. Фэншуй, не фэншуй. Даже амуры есть. Весы. Кораблики. Маски продают. Маски. Жуть. Вот. И эти всякие разные побрякушки звенят. Кружки. Ждет бы СССР. Мой любимый муж лучший. Да, всякие разные на подарок, если дарить. Так, ладненько. Заходим. О, даже смотрите, что это, что перья. Это Чингачгук, индеец. Так, Black Star Burger, он там напротив. Вот это вот заведение. Работает оно, нет? Сейчас. Похоже, работает. Там лампочки какие-то горят. Так, ну давайте теперь в эту сторону пройдем с вами. Пройдем. Так, а тут что такое? Что-то содрано все. А, не работает, да? Так, неопринт. Картриджи заправлять. И тут аптечка. Аптечка. Еще одна аптечка. Что-то их тут несколько аптек. Интересно. Популярно так тоже вот это вот дело. Аптеки здесь, да, получается. Центральная диспетчерская служба. А это вот автобусы здесь. Так, и здесь переходик у нас. Или давайте мы с вами вот туда на площадь Орджоникидзе пройдем.
Аптека ЭМП. ЭМП. Что за ЭМП, не знаю. Так, нотариальная контора Коркина ДД. Здесь вот если сделки у вас по недвижимости или еще какие-то, вот можете сюда обращаться. Уржанка магазин. На дворике табачная лавка. У бати. А, это с другой стороны получается. Тут проход здесь есть. Так, это что тут такое сделали? Смотрите, сами, да, какие-то. Это из чего? Камень. А, это плитка такая выложена. Эти типа газончики такие небольшие, да? Ну что ж, красиво. Для великов. Так, здесь оптик-центр, связной. Магазин. Бывшая Евросеть, кстати, вот тут находится. Она их перекупила или что у нас, и поэтому сейчас Евросети нету, а один связной, короче. Так, все, теперь на ту сторону сейчас мы перейдем. На ту сторону перейдем. Здесь есть переход, светофор. Главное там кнопочку нажать, чтобы можно спокойно перейти. Движуха очень хорошая. Это мы находимся напротив гостиницы Лена. В переходе будет Лена гостиница. Видно, да? Да. Все, пошли. Пошли. Смотреть под ноги надо. Что неровный тут асфальт. Можно споткнуться и грохнуться. Так. Здание вот это ЛОРПа Ленского объединенного речного пароходства. Вот оно. Здание ЛОРПа. Лена Турфлот. Ну и все, мы вышли на площадь Орджоникидзе. Давайте вот туда пройдем. Дальше. Здесь у нас указатели, куда идти, что посмотреть. Музей Ярославского, Московская набережная, Саха-театр. Вот все указано, куда что двигаться. Так, видим, здесь много-много народу. Сидит молодежи, которые, видать, пойти некуда. Вот они здесь либо встречаются, либо что. Так, давайте. Площадь Орджоникидзе. Так, посмотрим, работает ли фонтан. Фонтан не работает еще пока. Ну, наверное, завтра их запустят. Наверное, завтра запустят. Будем ждать. Хотя из-за этого коронавируса, черт его знает, могут и не запустить, сказать, тут столпотворение будет, и поэтому могут и не запустить его, неизвестно. Но там на площади Ленина что-то делают. С фонтаном хотят запустить. Такой фонтан шикарный. Пока здесь все в таком состоянии, но уже открыли его, он был закрытый у нас. Закрытый, и на зимнее время такую вокруг ставят решетку светящуюся, красивую, ажурную. Вот. Так, здесь, кстати, вон вывеска есть. Якутску 388 лет, вот видно, да? Уже с момента основания города 388 лет города Якутска. Так что еще сколько? 12 лет и будет 400 лет городу. Так, тут машинки, детские вот эти развлечения. Там кто-то, видно, пускает самолетик. Самолетик пускает. Памятник Кулаковскому, да? Правильно, если не ошибаюсь. Так, здесь мы видим будочки такие стоят, где можно взять кофе, шаурму.
Вон там мороженое. И вот эти детские какие-то развлечения. Велосипедисты мы видим здесь. Тусовочка детей. Так, ну и вот это популярное место. Горка такая. Ой, блин, гавкает, а? Гавкает. Чем меньше собака, тем больше она гавкает. Велосипедисты ездят как попало. Ну и вот эта горка, естественно, здесь сзади памятника, здесь любят детишки кататься. Ну и вот эта арка, да, у нас. Здесь надписи на якутском языке. Такая вот конструкция. Вот даже видите, просвечивает как бы и такая бросается. А вот это здание Саха-театра. Такая интересная конструкция на крыше. Типа антенны, что это такое, непонятно. А там птицы с этими. Птицы, видно, да, с колокольчиками такие висят, металлические. Они звенят, если по ним ударять, звенеть будут. Вот это улица Петра Алексеева. Петра Алексеева, там вот вдалеке видно сопки. Сопки, которые окружают Якутск. Якутск как бы находится в низине, такой как бы ложбина, да, пойма реки, долина Туймада. Пойма реки, то есть когда-то в пределах вот этой поймы река разливалась, Лена, соответственно, это ее как бы русло здесь было. Так, все, переходим. Куда он гонит, такая жуть. Так, успеваем. Так, ну вот это вот магазин Якутск, или он еще 4-й магазин раньше назывался. 4-й магазин. Так, вот тут куча тоже внутри магазинчика. Так, пройтись так. Тут побыстренько. Так, 2 смотрят, 3 смотрят, 5 лайков, спасибо. Оптика, займа, золотник опять здесь. Парикмахерская, бронная защита, пульты. Здесь химия продается. Химия. Займы опять. Денег. Да. Так, туда дальше идем. Там где продуктовая часть. Это у нас промтоварная. И там дальше продуктовая. В 4-м магазине, в общем-то, все время был как продуктовый магазин. Довольно популярный. Так, вот здесь уже рыбка. Икорка. Нет, икорка это что-то другое. Это маринованная огурцы, что ли? Какая-то рыба умыль. 550, черт 1150. Короче, щука 690. Цены. Ого. Так, ладно. Рыбка дорогая. Так, тут что у нас батарейки разные продают. Угу. Батареечки. Электроника какая-то продается. Ну вот уже просто продуктовые товары разные. Хлебокомбинат. Хлеб у нас, да? Пирожки. Шаурма.
кафе Зырянов. Кондитерка у них тут. Еще что-то они делают. Продают тоже. Что у нас конфеты. Конфеты Аленка 115 рублей, 100 рублей. Вот цены. Ё-моё, 100 рублей Аленка шоколад у нас стоит. Минимум, да? Так, а тут что, мед? Разный мед. Лист малины. Прополис. Вот мед можно взять всякие разные. А тут тоже что-то такое. А, это сухофрукты, да? Сухофрукты. Так, опять выпечка, да, у нас тут сколько стоит? 49, 58, 52, 54, 86, 78. Свежая выпечка. Сметанник 182. Рогвалик 49. Плюшка 40. Тортики 380. Шарлотка 350. У нас яйцо здесь продается. Так, все, ну нумизматика какая-то. Что-то такое. Нумизматика. Нумизматика какие-то. Коллекционеры. Что это? Выставка коллекционеров. Или продают они это все тут. Так, и здесь у нас кафе корейской кухни. Там тоже магазин, по-моему, да, у них корейский. Продуктов питания. Модео. Все, кафешка такая, а? Здорово. Можно зайти, перекусить. Если вы проголодались. Ух, все, вышли. Так, а тут мороженое, да? 33 пингвина. 3 пингвина. Что цены? А, вот цены, да? 100 рублей. Это шарик один, да? 100 рублей? 50 грамм, да? 100 рублей один шарик. Ага. Два шарика 190 рублей. Ого. Ну, кто-то есть, наверное. Я не стал, честно говоря, за такие деньги есть. Слишком это роскошь большая. Так, тут фри, напитки, наггетсы. Закрыто. Ну и все, вот эта вот улица Дзержинского. Угу. А вот это здание главпочтамта. Почта. Тоже старое историческое здание. Его обшили вот этой плиткой. Плиточкой обшили, как вы видите. И он вот такой вот красивый вид принял. Так, ну что, двигаемся через переход. Улицу Дзержинского проходим. Так, сколько же у меня заряда, люди? 19%. Мало. Но можно еще минут 15 пройти, поснимать. Наверное, что я и сделаю, да? Так, улица вот это Черяева. Улица Черяева. Вот если по ней идти, там 202, 203 микрорайон можно пройти. Второй, 203. Если туда дальше идти. Так. Здесь где-то таможня есть у нас в этом доме. Он жилой также, старый. Старая такая постройка. А, вон там флаг России. Там здесь Аргостур предлагает путевки. Как они сейчас в настоящее время работают, нет? Вот она, да, таможня. Контрольно-пограничный пункт Якутский аэропорт. Таможенный. Короче, здесь
Вот это здание Саха нефтегазсбыт. Это большое такое. Саха нефтегазсбыт. Такие большие учреждения. А что там столько кабинетов? Что там делают они, а? Вроде бы добывают-то как бы где-то там, а это у них контора, администрация здесь сидит. Ё-моё. И все ведь хорошие зарплаты, наверное, получают. Да. Так. Велосипедисты навстречу гонят прямо вот так по тротуару у нас навстречу без проблем. Ну, вообще не предусмотрено это, вот, чтобы... Хотя где-то есть велодорожки. Где-то я помню были. Где-то я помню были велодорожки. Так, вот с этой стороны входа Саханефтегазсбыт памятник. Так, я там микрофон не закрываю случайно, да? Памятник этому. Что, красивый памятник? Ага, замечательно, да. Можно даже подержаться. А-76 Саханефтегазсбыт. Вот заправщик у нас стоит. Там я, по-моему, закрывал микрофон, что ли. А с другой стороны, мне надо телефон-то придерживать пальчиком. И я поэтому... Да. Так, а здесь мамонт. Смотрите. Мамонтенок. Мамонтенок. Памятник мамонтенку. Вот такой вот он бедненький тут стоит. Покрашенный какой-то непонятной краской. Ну вот можно с ним сфоткаться. Где вы еще памятник мамонту увидите? Маловероятно, что где-то, кроме Якутска, еще, ну там где-то можно встретить, но... Так, все, идем по улице Губина. Улица Губина. Вот. Недавно сделана она. Все аккуратненько здесь. Так, а это что там такое? Это какой-то ресторан или что там? Открыли кафе. Соната гостиница. И вот как раз эта территория. Смотрите, они на улицу все выставили, чтобы помещения не было, да? Люди не сидели, а просто люди на улице сидят. Но тут вот эти машины пыльные проезжают. Это как бы тоже пылью дышать не очень. Вон березка какая красивая. Продукты. Вон шаурма опять, халяль. Очень много вот этого восточных шаурмичных и так далее. Любят у нас эту кухню. Популярна она. Обстановочка вот новая. Смотрите, как ее сделали. Прикольно, да? То есть опять тут деревянная лавочка. И вот из дерева такие вот досточки здесь. Вот так вот все бюджетненько сделали. Так, это что такое? Это урна, да, у нас? Так, мешки с мусором видим. Тут, ух ты, тут грязюка. Мне надо на ту сторону вообще перейти. Ё-моё. Я бы не по грязюхе, что ли, топать. Топать по грязюхе. Так, все, переходим. Россия. Вперед надпись видим. Да, вот тут вот, видите, кармашек сделан такой. Это вот это дорогу-то ее в том году сделали. И вот это все новое. Кармашек, забор такой солидный, смотрите. Из нержавейки, что ли? Или просто крашеный. Что-то такое. Нет. Главное, чтобы не снесли автомобили. А то у нас они ездят как ненормальные, могут снести. Вроде бы вот так вот, смотрите, красиво, да, все это ново, замечательно выглядит. Кстати, вот здесь, смотрите,
обычный асфальт лежит, и он ровный. Чем эту плитку когда ложат, она начинает выгибаться, что-то там под ней проваливаться, ломаться снаружи. А здесь вот так более-менее. Просто заасфальтировали. Причем тротуар довольно широкий. Сколько метра? Около 2 метров, наверное, да, ширина. 1,80 м. Где-то так. То есть довольно широкий, можно свободно ходить. Улица Губина. Улица Губина. Губин, это вот здесь озеро, короче, вот здесь вот. Ну, оно сейчас, ну вот, практически его там нету, там дальше можно будет увидеть. Губин это молодой человек, ну сколько, мужчина, да, который спас ребенка, а сам утонул, по-моему, что ли. А вот, кстати, если мы сюда пройдем, здесь ему памятник, да, Володе Губину. Сейчас заодно прочитаем. Володя Губин 8 октября 1964 года ценой своей жизни спас 4 утопающих детей. Посмертно награжден орденом знаки почета. Установлен по решению Якутского гордумы от 19 года. Вот, понятно. Здесь он 4 человек спас, а сам погиб. 4 детей. Вот в этом озере, да, ну тогда оно было, конечно, больше. Ага. Сейчас оно все, конечно, тут застроено все. Вот именем его эта улица названа. Володи Губина. Ну, вдоль этой улицы еще сохранились вот эти вот деревянные ретро-аутентичные дома. Смотрите, он прямо из бруса. Прямо из бруса сделан. Губина, дом 27. Брусовый дом, видали, да? Вот. И там люди живут. В общем-то. Ну, хотя фундамент, он уже, видите, да? Куда-то вниз начинает проваливаться. И он вроде как уже начинает наклоняться, но еще, видать, дом не в таком аварийном состоянии, что другие дома. Видим, на первом этаже здесь даже живут. Собачка выгуливает. Интересно, она потом убирает за ним. Так, это что такое? О, смотрите, они тут вот шикарно сделали. Это, там тепличка. И здесь вот этой сеточкой оббито вокруг. То есть люди здесь живут и что-то даже выращивают. И вот здесь тоже у них палисадничек свой. Палисадничек. Но с учетом того, что вот это, в общем-то, центр, считай, ну, вон там даже пластиковые окна. Смотрите, да? Пластиковые окна на первом и втором этаже. То есть люди здесь, как я понимаю, не собираются под снос идти. Улица Губина. Хотя говорят, что эти пластиковые окна потом вынимают и их продают кому-то. Кому можно продать. Вот тут у них и качели даже такие шикарные, большие, двор. Вот. А тут даже балконы, смотрите, да? Балконы у дома были у этого. Балконы, но он балкон уже развалился, конечно. А вон там у них балкон еще целый. Смотрите, как раньше строили. Такой балящины, видали, да? Вот эти вот из дерева все. Тут, кстати, замечательный балкончик сохранился. Весь целый.
целую. А здесь уже балкон непонятно что с ним сделали. Дрова лежат людям. Еще дровами топят, что ли. А здесь балкон от балкона только вот эти остались. Одни балки. Так. Переулочек небольшой есть. Группа Рэктайм. Так, что у меня там? Что-то пиликнуло. Не пойму. Тут тоже вот такой вот старинный домик. Аутентичный. Такие дворики у них аккуратные. Кстати. Здесь вот такой дворик. Ой, там собака, смотрите, сидит. Вон она. Лежит, вернее, собачка. Здесь у них двор. Наверное, вот на эти несколько домов двор сделан. Я так думаю. Так, а что там? Как вот это все устроено? Полисадник опять. Такой вход. И вот там. Ё-моё. Ё-моё. Все такое древнее. Сколько же лет ему? С ума сойти. Вывеска копать запрещено. Так, тут собачья будка. Видно, да? Хоть бы не подальше. Так. Тут люди живут нормально вообще-то. Единственное, что, конечно, вот эта улица беспокойная. Прямо вплотную с ней квартиры, дом. Тут пыльно, наверное. Ну, наверное, может, как-то спасают вот эти деревья, хотя маловероятно. Так, большой магазин какой-то богатырь здесь. Так, все, мы сейчас выходим. Вот, смотрите, у него что-то делает, да, человек. Теплица древняя какая-то. Ну, хоть бы разобрали, что ли. Просто так. В полуразрушенном состоянии находится. Так, выходим к улице Богатырева. Пересечение Губина, Богатырева. Тут вот видим какие-то сваи. Чем они тут сбиты, непонятно. И магазин продуктов. Любишь семечки, бери белочку. Такая вот незатейливая надпись. Любишь белочку, бери семечки. Любишь семечки, бери белочку. Подключайся, Билайн. Так, сигареты опять. Сигареты здесь написано. То есть курящий он не пропустит. Тоже пыльно, довольно пыльно становится в городе. Надо вот сейчас, по-моему, маску надевать, респиратор, чтобы не дышать пылью. А то легкие забьются. Так, светофор. Ждем. Так, тут тоже новый забор, кстати. Шикарно выглядящий. Но новейший. Долго ли он простоит? Вот вопрос в чем. У нас тут такие лихачи, все сбивают, все что угодно. Им хоть танк поставь, собьют его. Вот улица Богатырева, куда если в ту сторону идти, там площадь Победы. Смотрите, у них такой дворик, здесь аккуратненькие березки растут. Вот. Шикардос, да? Что не жить-то? Так, все, давайте переходим.
улица. Вот, вот. Так, новое здание, такое высотное. Видали, да? Недавно, года два назад построено оно здесь. Здесь дискаунтер народный, народный. Дискаунтер народный. Ну, типа цены какие-то низкие. Но я заходил, там что-то низкими ценами вообще не пахнет. Цены, как везде даже, и что-то было и подороже. Ну, главное назвать такое какое-то топовое название, фейковое дать, чтобы клюнул народ. И зашел сюда, что-нибудь купил. Хотя, по сути дела, название совсем даже не отражает содержание. Так, тут видим пробку, вот этот перекресток, небольшую пробочку. Все новое, все вот так аккуратно выложено, как мы видим. Здесь вот по всем правилам плитка положена. Видите, какая она ровненькая. Шикарно. Цветочки продают, кому надо. Да. Даже доставка вам, телефон. Тут же мясная лавка. Мясо. Мясо. Бери мясо. Короче, берете гриль, потом берете мясо и жарите. На гриле мясо и получаете кучу удовольствия. Главное мясо взять повкуснее, чтобы не было. Так, а там напротив что такое? Северный экспресс кофейня, что ли, да? Какая-то. Видать. Ой, блин, какая интенсивная у нас тут движуха-то, а? Смотрите, что творится. Так, вот. Тут большое здание. Тут тоже что-то снесли, делают. Объезд. Так, извините, конечно, я не могу отвечать на комментарии. У меня почему-то кнопки чата нет. Кнопки чата, я не понимаю, почему. От чего, ну вот такая проблема. Так что этот стрим у меня просто так. Просто стрим. Без комментариев. Фу, пыль-то. Видно пыль вам, нет? Сколько здесь пыли. Ужас. Тоже новое здание. Вот это вот. Года два, я говорю, года два ему всего от силы. Совсем недавно оно было построено. Эти два здания, они рядом. Этот район вот этот будет застраиваться, там еще эти деревяшки посносят, там их достаточно. Как бы, ну это центр города, удобное месторасположение. Так, что у меня там батарейка-то? Еще не... Батарейка еще работает. Надеюсь. Здесь вот шиномонтаж. Машину переодеть. Шину переобуть, да? Так правильно? Ох. Ладно, я уже устал. Короче, тут я буду где-то уже завершать стрим. Каунтер удачный экспресс. Там он детский кораблик, по-моему, там вдалеке. Угу. А сейчас я вам покажу эту барашек, этот ресторан грузинской кухни. И там я уже закрою, наверное. Вот это здание федеральное управление Федеральной налоговой службы.
Федеральная налоговая служба. А есть еще на 202 микрорайоне тоже городская. Это республиканская налоговая служба, а там городская. Такие здания большие они занимают. Сколько их там сидит. Ужас, 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 ужас. Бюрократов у нас очень много. Так, вот это здание, когда-то тут казино «Три семерки» было, сейчас магазин «Три семерки» и алкодискаунтер, больше-меньше 24. Такое 24 часа, что ли? Не, у нас же алкоголь можно продавать только с 2 до 8 часов. Поэтому это что-то слишком, надпись непонятная. Так, вот это барашек. Ресторан грузинской кухни. Кто хочет, кто не любит готовить, а любит вкусно кушать, вот, пожалуйста, добро пожаловать в вот этот барашек, ресторан грузинской кухни. Может, что-то по-грузински написано, да? Точно. Вон у них ихние буквы грузинские. Так, у них также есть доставка, самовывоз, телефон, барашек, ресторан грузинской кухни. Вот такая вывеска, видно, да? О, вкусняшки тут готовят у нас. Так, мини-маркет «Три семерки», напротив улица Губина, это напомню. Вот тут везде они увешали эти свои рекламы. Грузинский бизнес-ленч. 390 рублей с 12 до 16. 3 вида по-настоящих обедов. И летняя веранда открылась, да. Так, ну все, вот это улица Федора Попова уже. Здесь у меня батарейка уже разрядилась, я тут стримчик кончаю на этом самом месте. Приятно было с вами время провести. Всем пока.